Сейчас идет прямой эфир главы. В нашей республике поступают различные вопросы, на которые отвечаем не только я, но и мои сотрудники, департаменты, непосредственно по направлениям деятельности. И вот один из вопросов, который сегодня поступил: какая помощь на сегодня есть в республике, в семьях, в которых есть мобильные члены семьи, которые требуют постоянной посторонней поддержки и ухода. Я вот буквально недавно ответила на этот вопрос и сообщила, что у нас в системе социальной защиты есть такое понятие, как социальное обслуживание на дому, когда приходит социальный работник и помогает тем нуждающимся в такой помощи, оказывает содействие в получении медицинских услуг, психологических, помогает в принципе по дому. В то же время мы развиваем дополнительные технологии, одна из которых технология, она так и называется передышка. Это поддержка родственного ухода, то есть тех людей, которые ухаживают за своими больными членами семьи. В таких случаях предусматривается временное размещение гражданина в учреждениях социального обслуживания для того, чтобы родственнику дать возможность передохнуть, а непосредственно члену семьи, которому требуется посторонняя помощь, соответственно, получить профессиональную помощь, в том числе реабилитационные услуги. И вот буквально мы недавно открыли в новых комфортных условиях на базе Наамского социально-геронтологического центра, открыли такое отделение и уже начали направлять в рамках этой технологии людей, которым требуется такая посторонняя помощь. В рамках прямого эфира главы республики сегодня поступило сразу несколько вопросов, касаемо единовременной выплаты 200 тысяч рублей взамен земельного участка многодетным семьям. Людей интересует порядок получения данной выплаты, спрашивают о том, куда можно направить денежные средства. И, конечно же, можно ли приобрести земельный участок или жилое помещение за пределами республики. Отмечу, что для получения выплаты семье необходимо иметь официальный статус многодетной семьи. Далее нужно встать на учет в администрации муниципального образования по месту жительства для получения земельного участка. И после этого можно обращаться за единовременные выплаты в случае, если вы определились, на что именно будут направлены денежные средства. Денежные средства 200 тысяч рублей взамен земельного участка можно расходовать на улучшение жилищных условий, а именно на приобретение жилого помещения, либо строительство индивидуального жилого дома. Также можно направить на оплату или первоначальный взнос ипотечного кредита. И новое направление можно направить эти денежные средства на приобретение земельного участка. В части того, где должно находиться жилое помещение, то жилое помещение, приобретаемое или строящееся, должно находиться на территории Республики Саха-Якутия. А вот земельный участок, который вы можете приобрести как раз за эту денежную выплату, вы можете в любой точке нашей страны, то есть за пределами Якутии по России. Алло. Да. Ага, добрый вечер. Николай Геннадьевич, это беспокоит вас Министерство труда и социального развития. Зовут меня Самсонова Сардана Васильевна. Я вот по вашему вопросу, который поступил вот на прямой эфир. Действительно, такой выплаты, но, возможно, разовой, а сейчас нет, но, А в других областях есть Питерская, я имею в виду Ленинград, Москва, Новосибирск. Есть такое, Но вот я хочу сказать, что, буквально вот недавно касательно... Ой, что случилось-то? А у вас есть фонарик на телефоне? Есть, ага. А что случилось? Это что случилось, интернет? Моя стрелочка. Кто во мне подвязать телефон? Напротив дома есть один. Ага. Да, Николай Геннадьевич, нет, я прошу прощения, это я не бросила трубку, это у нас отключение света было. В общем, Николай Геннадьевич, есть законодательная инициатива депутатов народных, Единая партия, они
внесли такой законопроект, значит, о предоставлении единовременной денежной выплаты именно супружеским парам, которые совместно прожили 50 и более лет. Проект будет рассмотрен в том числе правительством обязательно, да, и после этого, значит, ну, депутаты, там свой регламент, порядок принятия законов, да, поэтому, ну, в общем, когда он примется, соответственно, будет, значит, информация в средствах массовой информации. Касательно, еще дополню, да, что, значит, сейчас уже есть у нас знак «Семейная доблесть». Супружеским парам совместно прожили 50 лет. Кроме того, есть такая книга «Золотые семьи». Там со всей республики публикуются именно вот статьи, да, информация о таких семьях с фотографиями там и так далее, да, то есть. И у нас ежегодно, значит, в День любви и верности, это у нас 8 июля, да, вручаются медали, идет торжественное чествование вот таких супружеских пар. Но я вообще-то говорил не про 50, а про 100 и 150 тысяч, как у других. Это же не каждый месяц, а единоразово. Конечно, да. А то ученикам, ЕГЭшникам по 100 тысяч, их учителям 100 тысяч. Ну, про матерей я вообще не говорю, но вы меня порадовали, что, по крайней мере, к этому делу идет все. Во время прямого эфира главы поступил звонок жителя Хангаласского УЗа о заработной плате. Сейчас мы ему позвоним. Алло, да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Федотович, это вас беспокоит с Министерства труда, Конешникова Анастасия Валерьевна. Ваш вопрос поступил вот на горячую линию главы. Можно уточняющий вопрос? Вы задаете вопрос про себя, да? В смысле про себя? Ну, я для всех? Имеется в виду, я думала, может, уточняющий вопрос, где-то вы работаете? Ну нужно... хорошо, я могу сказать, где я работаю. Давайте. Спасибо, что вы сказали, где вы работаете, потому что я могу более четко сказать, когда поступит перерасчет. Сейчас у нас получается положение об оплате труда, внесение изменений в положение об оплате труда буквально вот на днях примутся до конца апреля. Как только примутся положения об оплате труда, так как вы являетесь нашим подведом, вам в течение мая сделают перерасчет заработной платы, которая повысилась с 1 января. Это постановление нынче было не только для целевых категорий, в нем также включены и прочие категории. Прочие категории. Да. То есть получается, все ваше учреждение получит перерасчет в мае месяце. Хорошо, все понял, спасибо. Вам спасибо за вопрос. До свидания. До свидания. Скажите, вообще общаться с людьми, вот так вот им все объяснять, насколько это трудно, какие бывают случаи? Мне, если честно, очень нравится отвечать на поступающие вопросы, именно звонить людям, потому что вот так общаться в прямом, задавать им вопросы, потому что в любом случае, чтобы мне в полной мере ответить на их вопрос, мне нужно какие-то детали узнать. Поэтому мне всегда нравится. Бывают случаи, когда мы очень долго разговариваем, бывают даже случаи, когда мы обмениваемся сотовым телефоном, и вот так немножко, они говорят мне, например, у меня такая тема, как заработная плата, перерасчет. Я даже их спрашиваю, перерасчет у вас поступил или нет? То есть, чтобы я обратную связь имела, чтобы я понимала, как бы наши вот эти, основная работа наша не только в документах, но и до того, как до человека это все дойдет. То есть, меня это радует, когда я могу позвонить кому-то и спросить, получить обратную связь.